Заместитель главы по социальным вопросам Гузели Шимгулова приняла участие в заседании комиссии по младенческой смертности впервые с момента вступления в эту должность. За 4 месяца текущего года в Сибайском родильном доме на свет появилось 336 детей, значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Новорожденных не было у нас никого. Показатель рождаемости 5,3. Умерло 4 детей в возрасте до года. Показатель младенческой смертности у нас получился 11,9 промилле за 4 месяца 2016 года. Республиканские какие показатели? Республиканский 5,6 в этом году. А у нас сколько? А у нас 11,9. Один ребенок, это уже анализ, умер в возрасте 28 дней, неонатальная смертность, что составляет 2,9 промилле. 3 детей умерли в возрасте от месяца до года. Из 4 умерших до года 1 только недоношенный и 3 доношенных детей. По месту смерти из 4 детей до года все умерли в стационаре. 1 иначе в роддоме в возрасте 1 месяц 9 дней. 1 из них в роддоме, но города Уфы, в 4-м роддоме в возрасте 20 дней. И 2 ребенка в реанимации. У одного возраст 4 месяца 18 дней, у другого 3 месяца и 21 день. По структуре заболеваемости получается так, что 3 случая, это 75%, они врожденные аномалии развития, генетические заболевания, там же, значит, бронхолегочная дисплазия БЛД. 1 из детей, кроме БЛД, плюс еще детская спинальная мышечная атрофия, этот ребенок, получается, плюс еще генетическое заболевание было. Среди причин смертности детей до 1 года по-прежнему лидируют врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью, инфекционно-паразитарные заболевания. Обеспокоенность со стороны специалистов вызывает генетические заболевания, диагностировать которые, по словам медиков, невозможно. Немаловажную роль играют и социальные факторы. Не исключены случаи рождения детей от матерей, перенесших серьезные инфекционные заболевания. В последние годы все чаще регистрируются эпизоды преждевременных родов, в результате которых малыши появляются на свет с ослабленным здоровьем, что иногда приводит к инвалидности. Здоровье современных женщин оставляет желать лучшего. Специалистами были отмечены диагнозы, характерные для нашего региона. Это анемия, кариес, эндокринные заболевания, которыми страдают дети и взрослые. Обсуждались и недоработки со стороны медиков. По итогам заседания было принято решение об обращении к местным депутатам с инициативой о принятии программы по охране здоровья подрастающего поколения, проведении профилактической работы. Кроме всего прочего, необходим ряд других мер, которые смогут поспособствовать снижению показателей младенческой смертности. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.